Как вы знаете, российская пенсия выдается в отделениях сберегательного банка по установленному заранее графику. Но поскольку с августа месяца выдача пенсии осуществляется исключительно через кассы, и понимая, что единовременно такому большому количеству пенсионеров пенсию выдать невозможно, с августа месяца вывешиваются графики выдачи пенсии для того, чтобы избежать большого скопления людей у касс. Как правило, выдача пенсии в обычном режиме занимает около 16-18 рабочих дней. Но учитывая, что впереди нас ожидают новогодние праздники, и очень многие пенсионеры обращались с просьбой получить пенсию в этом месяце без перехода на следующий, мы, конечно, понимаем вот эти пожелания людей и сделали все возможное, чтобы это случилось. А в декабре месяце Национальный банк рекомендовал Сберегательному банку составить график выдачи пенсии таким образом, что все пенсионеры, получающие российскую пенсию, смогли это сделать до наступления новогодних праздников, до конца года. Поэтому был утвержден такой временный график, плотный достаточно график за декабрь месяц, пенсионеров 6 групп. На каждую группу выделено по 2 рабочих дня, и вот со вчерашнего дня началась выдача пенсии. Таким образом, с 16 по 31 число пенсия пенсионерами будет получена. Я бы хотел сказать, что уплотнение срока выдачи пенсии, понятно, меньшее количество рабочих дней, приводит к тому, что большее количество пенсионеров ежедневно обращается в банки. Но, тем не менее, мы мобилизовали все ресурсы в Сбербанке, кто был в отпусках, даже кто на больничных, всех попросили выйти на работу с тем, чтобы сделать процесс выдачи пенсии комфортным. Но традиционно пожилые люди приходят за получением пенсии в первой половине дня с утра. И мы иногда наблюдаем картину, что вот к открытию отделений, к 9 часам, к 10 часам, в зависимости от того, какой график работы отделений, скапливается небольшое количество людей, но, как правило, уже к 11, к 12 и дальше вообще никого нет. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к пенсионерам, что по мере возможности, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, стараться не приходить к открытию отделения попозже, к 11, к 12 и позже, с тем, чтобы избежать скопления людей и меньше вероятности столкнуться с тем, кто болеет и может инфицировать. Соответственно, что хочу сказать. Очень часто пенсионеры беспокоятся по поводу того, что закончатся денег, не хватит наличности. Хочу всех успокоить, пожалуйста, не обращайте внимания ни на какие новости, ни на какие фейки. Денег в достаточном количестве. Российская пенсия приходит вовремя, подкреплена наличностью. То есть денег достаточно всем. Такого, что не будет денег, это исключенный сценарий. Поэтому в спокойном режиме, без тревог, прошу приходить в установленные сроки и, соответственно, получать пенсию. Некоторые люди накручивают пенсионеров, говорят, если вы в 9 часов не подойдете в 10, то потом денег не будет. Люди пожилые, очень доверчивые, им кажется, все, что они прочтут, в том числе в интернете, это является правдой и накручено. И так время тяжелое, нестабильное. Я бы обратился даже к тем людям, которые это делают. Зачем заставлять нервничать пожилых людей? Вместо того, чтобы успокоить и говорить, что все нормально, идите, приходите, люди специально создают такую нервозную обстановку. Поэтому я лично обращаюсь к людям, к пенсионерам, с тем, чтобы они были спокойны, понимали, что их деньги на месте, всегда могут подойти и получить. Другое дело второго вопроса, который касается абхазской пенсии. Вот если российская пенсия приходит в Абхазию регулярно и есть утвержденный график выдачи пенсий, то к сожалению, сберегательный банк и сотрудники его не могут сказать, когда будет абхазская пенсия, поскольку банк – это исключительно место, где выдается пенсия. Абхазская пенсия выдается не по графику, поэтому мы даже представления не имеем, в какие даты будет пенсия абхазская, по мере того, как финансирует Абхазский пенсионный фонд. Присылают деньги, соответственно, зачисляются на счета, и пенсионеры могут обратиться за получением пенсии. Поэтому все, что я говорю, это касается исключительно
выдачи российской пенсии, которая у нас приходит по графику, и люди получают эти деньги. Таких пенсионеров в Абхазии около 30 тысяч. Я хотел бы еще отметить то, что многие пенсионеры просят получить раньше, то есть в первый же день. Но я хочу заметить, что, к сожалению, не может сберегательный банк за 1-2 дня выдать 30 тысяч пенсий, обслужить 30 тысяч человек. Это огромное количество людей, и такой инфраструктуры нет. Бесспорно, можно было бы закинуть, как нам предлагают некоторые люди, а вы закиньте, значит, на карты всем 16 числа, а там уже кто хочет придет. Но это приведет к колоссальным очередям, давкам, и это просто будет коллапс в системе. Поэтому мы решили, что нужно выстроить этот график, поскольку в любой стране нет такого, что в один день всем пенсионерам страны выдают пенсии. А вот если вы помните, раньше, до появления карточек, тоже были графики, но графики были выстроены в алфавитном порядке. То есть изначально получали на букву А, потом на Б, и там 6-7 числа следующего месяца заканчивалась очередь, получали на букву Я. Но потом, когда мы обсуждали этот вопрос с нашими коллегами, решили пойти по другому пути. Ну, не по фамилии, какая разница, кто какой фамилии, а по возрастному принципу. В первую очередь выдать пенсию наиболее, так скажем, да, пожилым пенсионерам, кому 80 лет и больше, поскольку это наиболее уязвимые люди, они, как правило, нигде не работают, и пенсия является для них единственным источником существования. И в порядке, значит, убывания последняя, 6-я возрастная группа, это мы их называем молодые, начинающие пенсионеры, да, которые только вступили в этот пенсионный возраст, и, как показывает статистика, большинство из них работает. То есть это люди, которые в меньшей степени нуждаются в этой пенсии, нежели те, которые постарше. Поэтому вот в такой возрастном порядке разбили всех пенсионеров на группы, и каждый получает свою пенсию в определенные установленные Сбербанком даты. В завершение я бы хотел сказать, что у нас впереди новогодние праздники. Я бы хотел обратиться к пенсионерам, пожелать им здоровья, долгих лет жизни, чтобы понимали, что здоровье самое главное. И, пожалуйста, когда вы обращаетесь за пенсией, старайтесь избегать скопления людей. Если видите, что образовалась небольшая очередь, лучше подойдите на час позже, но подойдите, когда никого нет. Это очень важно, поскольку в цене здоровья ничего нет. Поэтому здоровья и долгих лет жизни.